Итоги работы регионального управления МЧС за 10 месяцев текущего года подвели на встрече главы региона с руководителем ведомства. Так, с начала года в республике произошло 17 происшествий, в результате которых погибли 10 человек и 17 пострадали. По словам Руслана Калоева, в регионе с начала года зарегистрировано 125 пожаров. Их число по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 12,5%. Природных пожаров в этом году в республике не было. Отдельно руководитель ведомства отметил пожар, который произошел 11 ноября в Насыркорте. В результате происшествия без крова осталась семья Муцольговых из 8 человек. Ранее по поручению Юнусбека Евкурова на место ЧП выезжал глава администрации Назрани Алихан Тумгоев, чтобы оказать необходимую помощь семье пострадавших. Юнусбек Евкуров дал поручение основательно подготовиться к приезду гостей и представить к награде отличившихся местных жителей, которые оказывали помощь спасателям при тушении пожаров. По оперативной обстановке у нас за этот год чрезвычайных ситуаций не произошло на территории. Аналогичный период прошлого года, в принципе, тоже не было, поэтому мы удержали позиции. К сожалению, есть... Мы удержали, или природа не позволила? Нет, мы удержали. Да. Потому что те работы, которые провели по улице Бекова и Кажева, они как раз таки дали возможность удержать ситуацию. Вот, поэтому и ряд вопросов, которые надо отметить от главы администрации по расчистке русел рек, значит, по обрезке тех же деревьев, которые сейчас по подготовке зимнего периода и осенне-зимнего. То есть это как раз таки дает нам возможность удержать от возникновения чрезвычайной ситуации. По социально значимым происшествиям у нас, к сожалению, рост. Это в основном дорожно-транспортные происшествия. Здесь есть и погибшие, и пострадавшие. Но в общем процент он выше, чем в прошлом году. Но надеюсь, что с вводом в действие системы «Безопасный город» у нас сейчас процент уменьшится. По пожарам 125 пожаров. Значит, снижение у нас по сравнению с прошлым годом на 12,5%, всего было 143 в прошлом году. Значит, последний пожар, то, что было в Насыркорте, старое ветхое строение. Значит, сигнал к нам поступил в главное управление в 10:29, выезд совершен пожарных подразделений 10:30, прибытие 10:33, расстояние там до места пожара всего 1 километр, небольшое. Локализация пожара 10:36 и ликвидация полностью 10:46. Общая площадь горения 50 квадратных метров. Один человек пострадал, это Муцольгова Фатимат Юсуповна, 76 года рождения. Она госпитализирована в РКБ город Назрань была с диагнозом ожог лица 1-2 степени. Погибших нет. В настоящее время задача поставлена, я буду проверять информацию по оказанию помощи и по извлечению детей из горящего здания. Там есть 2 соседа, один из них сотрудник Росгвардии. Проверим, если она соответствует действительности, естественно, будем представлять, так как и раньше мы представляли, к поощрению от министерства или от главного управления в обязательном порядке. То, что касается погибших на водных объектах, у нас 2, то есть по территории республики 2 человека погибло за весь год, в том числе это у нас то, что было резонанс такой, руководитель на Сагавшинское водохранилище, то, что погиб, то есть 2 человека. И в прошлом году то же самое, 2 человека, то есть у нас к снижению, к сожалению, мы не подошли, но нужно отдать должное, что работа в учебных заведениях нам дала хороший такой позитив, и детей у нас погибших нет. И, как я неоднократно говорил, у нас дети гораздо более подготовлены, чем взрослые, они больше понимают, каким образом себя вести на тех участках водных объектов и как оказывать первую помощь. В том числе и у нас создана есть организация ВОСВОД, так называемая, то, что было еще в Советском Союзе, на базе пожарно-спасательного колледжа. Туда же включены и старшеклассники, которые в летний период дежурили. Дорожно-транспортные происшествия, общее количество у нас снижение. Есть выезды, те, которые сопряжены с пострадавшими и с погибшими. Вы знаете об этом. В общем, у нас снижение получается. Да. Значит, и я надеюсь, что, опять же, система «Безопасный город» даст нам такую возможность. Чтобы, 17
Совещание готовности. Там задачу поставлю. И там же показать мне проблемы. Сейчас мы еще раз переговорим по этому поводу. А к приезду министра подготовьте 3-4 человека, которые там, побольше награждаемых. 6 человек. Которые, я имею в виду, как вы сейчас сказали, по пожарам, которые спасали. Просто гражданские люди, которые там или спасали, или участвовали, или помогали. То есть не только работали МЧС.